так. Это вам не Голливуд. Вот. Вот. Видно, да? А смотрите, какая арка. Арочная. Вот. Чтобы даже здесь, конечно, это здесь не каждый сможет залезть. Это настоящая боевая башня, которая использовалась по предназначению. Вы посмотрите только на эти арки. Посмотрите, как хорошо она сохранилась. Вот здесь проход между первым и вторым этажом почти что, ну, метр. И дальше, чтобы было видно, вот так. Это уже видно, да, крыша? Вот такие вот, вот такой башенный боевой комплекс. Так что, друзья, если вдруг что-то не получилось, всех прошу прощения. А теперь я постараюсь без травм спуститься с этой. А не хочется. Ты реально чувствуешь себя в средневековье. Весь этот огромный замок, эти башни показывают, как наши предки, насколько мужественны они были, насколько большие профессионалы они были. Это высокогорье. Это высокогорье, как минимум, ну, может быть, 2000 метров над уровнем. Вы посмотрите на это строительство. Ну, посмотрите. Посмотрите на кладку. Посмотрите на арки. И это как раз-таки жилая башня. Это рядом, буквально метр. Посмотрите на эти арки. Такие арки мы видели как раз-таки в жилых башнях в селении Хой. Как это можно было сделать в 13-14 веке, если они не знали математику, не знали физику, химию, геометрию? Это просто невозможно. Они были великолепными инженерами. А показывают, пишут, как будто бы мы какие-то дикари и разбойники. Тот, кто не побывал здесь, тот, кто не почувствовал все это, не увидел все своими глазами, может и не будет любить нашу Родину. Но тот, кто хоть раз соприкоснулся с каждой частицей, с каждым элементом нашей истории, тот будет любить нашу Родину в 1000 раз больше. Поэтому, дорогие мои подписчики, братья, сестры, приезжайте в наши родные горы, поезжайте, посмотрите, какая богатая у нас история, какие прекрасные у нас были мастера. Это все просто не передать. Меня переполняют эмоции. Меня переполняет дух этой нашей истории. Как же так? У таких великих предков есть некоторые неучи и безграмотные люди, которые пытаются исказить, растерзать, сказать, что мы не являемся древними, как поворачивается язык у этих людей. Я понимаю, что
у врагов и недругов это может быть. Но тот, кто любит свой народ, нохчий народ и нохчий историю, тот никогда у него не повернется язык сказать, что у нас не древняя история, и что мы на самом деле автохтоны этого Кавказа. И вот эта архитектура, она появилась не на пустом месте. Тем более 13-14, даже пускай будет 15 века. С такой геометрической точностью сегодня нету ни одного специалиста, который мог бы так красиво и так четко построить. Запомните это. И никогда не забывайте свою историю.